Ассаламу алейкум, дорогие подписчики, не забывайте подписаться. Про риск я хотела вам сказать, что я в жизни несколько раз это сделала, риск. Меня это однокурсница вчера пообщалась, она говорит, значит, это вам не хватает адреналина. Я говорю, да. Я первый раз, когда риск сделала, когда мне было 23, да, 23 это года были у меня. Я уехала учиться в Африку. Мой брат сказал это в аэропорту, когда приехали с женой, это мне провожать. Сказал мой брат, что тебе встречают там крокодили и обезьяны. Я сказала, хоть анаконда встречать, я поеду учиться. Он сказал, там очень жара, это люди оттуда убежают, там это невыносимая жара. Ну, на самом деле, так это было. Мы приехали это в Судан, да, в 1995 году. Там это одна девочка из Казани, у нее это приступ, это часто это случилось, это почка, у нее почка были проблемы, она уехала, она не поступила в университет. Мальчик из Чечни тоже, у него эта голова, как система как это, центральная нервная система, у него тоже получил это солнечный удар, тоже он уехал обратно домой. И один мальчик из Таджикистана тоже, у него глаза тоже, это солнечный тоже, это жара тоже получился, тоже он не поступил, уехал. Вот такие тоже были случаи, что они уехали по это невозможность это, держать себя. А я, по милости Аллаха, там рисковала, уехала. Это рисковать, значит, уповала на Аллаха, уехала. Училась, мне ничего со здоровьем это не случилось, но малярия не болит. Алхамдулилля, машалла, баракалла, субханаллах, не болела малярия 5 лет, там жили каждый, как это лето, у них был сезон малярии. Вот, это первый раз. Второй раз, это риск я сделала, когда уехала в Чечню. Мой брат, младший брат, родной брат сказал, как ты это одна за ребенка уезжаешь это в России? В России очень мужчинам, как это сложно, трудно, а ты как? Я сказала, ну я с родными разговаривала, они как там, сначала они как это поможет приютить, потом как это, буду как это сама снимать эту квартиру, дочку буду жить. Мой брат сказал, дай номер телефона, позвонил, уточнил, что ты точно это как это нашла, куда поехать. Он звонил, точнее сказали, да, она приезжает. Это второй мой риск. А третий раз, когда мы из Чечни хотели приехать в другой регион России, тоже мои знакомые из Чечни сказали, вы не знаете, это, там, куда езжаете, там это, как будете жить, новое место, новый это, знакомый, новый это, регион. Я сказала, я уповаю на Аллах, уезжаю. Приехала сюда, в Чечне, да, приехали в Чечню, там это жили, хорошо, алхамдулилlah. Чеченский народ познакомилась, очень это мне понравилось там жить. Ну, климат мне подошел в Чечне, я не спала, ребенок мой часто заболел там. А потом третий риск я сделала в другой регион. А сюда приехали, это регион, в котором мы живем сейчас. Очень как это здесь подошел, субханаллах, машалла, баракалла. И здесь я, когда они сказали, что уезжаете, там это мороз, холод, не можете, уедут азиатские девчонки, чеченцы мои знакомые, как будете жить? Моя знакомая, которая познакомилась, она встретила в аэропорту, она сказала, да, прямо у нас это на улице, это белые медведи ходят. У нас все это тишина, спокойно. Хотите, приезжайте, поживите, увидите, если нравится, остается. Если не нравится, поэтому езжайте куда хотите. Приехали сюда, и вот поступила здесь, учила, получила диплом. Вот видите, как это три раза я риск сделала, получила, от милости Аллаха, что это не ожидала. В Чечне, что это по Минсилах получила? РВП и винный жиц получила в Чечне, да? Рисковала. А здесь получила диплом. А сейчас еще у меня один риск есть. Я сейчас рискую кое-что. Потом, если получается, иншаллах, сделайте дуа за меня, что получилось. Получается, иншаллах, у меня тоже есть один это риск. Надо рисковать еще. Где-то через 3 месяца, да, буду рисковать. Еще думаю над этим. Через 3-4 месяца надо это рисковать. Потом получится, я сообщу вам, что это рисковала. Сделайте дуа, чтобы не получил четвертый риск. Ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте, пожалуйста.